Здравствуйте! Сегодня мы говорим об избирательных округах и их формировании, а также про списки избирателей с нашей гостьей, с экспертом по выборам Сканышай Мамытовой. Здравствуйте! В прошлый раз мы обсуждали про особенности новой системы и также про каждый этап. Сегодня хотелось бы остановиться на вопросах формирования избирательных округов, потому что этот вопрос вызывал очень много споров в нашем обществе. Расскажите, пожалуйста, про это. Ранее мы говорили о том, что выборы депутатов Джорджа Кенеша будут проходить по новой смешанной избирательной системе. 54 избираются по единому округу, и единый округ в этом случае включает в себя всю территорию Кыргызской республики, и по нему мы голосуем за списки кандидатов. То есть здесь в плане округа ничего не изменилось. Иная ситуация обстоит с 36 депутатами, которых мы избираем в одномандатных округах. И для этого Центральной избирательной комиссией были утверждены схемы и границы одномандатных избирательных округов, 36 по всей стране. При этом в соответствии с законом о выборах при формировании одномандатных округов должно учитываться требование о том, что одномандатный округ он должен включать в себя примерно равное количество избирателей. Здесь допустимый процент отклонений составляет 20. И при этом одномандатный округ он должен быть единой территорией, то есть не допускается включение в одномандатный избирательный округ, не граничащих между собой территорий. По факту мы видим, что Центральная избирательная комиссия при утверждении границ и схем избирательных округов утвердила их следующим образом. На настоящий момент у нас в городе Бишкек 4 одномандатных округа, в Чуйской области 6, в Джалабадской области 7, в Нарынской и Таласской области по 2 округа, а в Иссыкульской и Баткенской областях по 3 округа. И самое большое количество одномандатных избирательных округов – это Ош и Ошская область, там 9 одномандатных избирательных округов. То есть эти округа были разделены с учетом численности избирателей вот в этих областях и районах. Но следует отметить, что вот это вот разделение на округа, оно может меняться каждые выборы. То есть оно же зависит от количества избирателей в округе. Соответственно, если избиратели будут меняться в сторону увеличения или уменьшения, вот это распределение округов по областям на следующих выборах, оно может быть иным. Это зависит от миграции, это значит? Да. Право избирать своих представителей в органы государственной власти и местного самоуправления – это одно из основополагающих прав в нашем демократическом обществе. И в нашей стране для того, чтобы проголосовать, необходимо быть включенным в списки избирателей. Расскажите, пожалуйста, вот каким образом формируются списки избирателей? Есть ли тут какие-нибудь изменения в законе? С учетом внесенных изменений списки избирателей они тоже формируются разным образом по двум избирательным системам. То есть один список избирателей по единому округу и другой список избирателей по одномандатному округу. Соответственно, для того, чтобы включиться в список избирателей по единому и одномандатному округу, существуют разные критерии включения. Для того, чтобы быть включенным в списки избирателей по единому округу, гражданин должен достичь возраста 18 лет, обладать активным избирательным правом, то есть у него не должно быть ограничения по дееспособности либо по судимости, и он должен пройти биометрическую регистрацию. Этого достаточно для того, чтобы включиться в списки избирателей по единому округу. Другая ситуация обстоит с одномандатными избирательными округами, поскольку они формируются, были сформированы с учетом требований о наличии связи избранного депутата с населением, соответственно, там стоит требование дополнительное о том, чтобы избиратель, который хочет включиться в списки избирателей по одномандатному округу, помимо достижения возраста 18 лет, наличия активного права и биометрической регистрации, он также должен быть членом местного сообщества. То есть что это означает? Членство в местном сообществе оно должно быть подтверждено пропиской, которая должна быть сделана не менее чем за 90 дней до дня голосования. То есть фактически на предстоящих выборах 28 ноября 2021 года те граждане, которые до конца августа этого года не были прописаны в своем одномандатном округе, соответственно, они там проголосовать не могут. То есть в одномандатный округ были включены те граждане, которые по состоянию на конец августа 2021 года проживали и были прописаны на территории данного одномандатного округа. И в свою очередь сами списки избирателей, как по одномандатному, так и по единому округу, они проходят 3 этапа формирования. На первом этапе формируется предварительный список избирателей, он выгружается из единого реестра населения. И в этот предварительный список, как я уже говорила, включаются граждане, достигшие возраста 18 лет и отвечающие требованиям, о которых я говорила ранее.
Указанный предварительный список избирателей, он должен быть размещен в участковыми избирательными комиссиями не менее чем за 70 дней до дня голосования. После этого, соответственно, избиратели могут ознакомиться с этим, увидеть какие-то ошибки, либо неточности, либо то, что их там прописали по старому месту прописки, к примеру, да, какие-то там технические моменты, ошибки здесь могут быть. Соответственно, они могут обращаться с заявлениями о том, чтобы исправили какие-то неточности в списках избирателей. Кроме того, в этот период какие-то граждане могут как раз достичь возраста 18 лет, либо могут переехать, поменять прописку и так далее. То есть это же постоянный процесс, который в движении наши граждане находятся. Соответственно, на следующем этапе формируется контрольный список избирателей, который должен быть размещен на избирательных участках за 30 дней до дня голосования. И за 15 дней до дня голосования прекращается прием участковыми избирательными комиссиями заявлений о включении в списки избирателей, либо о каких-то ошибках и неточностях. И за 7 дней до дня голосования уже окончательные списки избирателей, которые не могут быть никоим образом изменены, они размещаются на участковых избирательных комиссиях. Соответственно, на всех 3 этапах избиратели могут подходить как в участковые избирательные комиссии, так и на сайте Центральной избирательной комиссии в разделе «ТИЗМЕ» знакомиться, смотреть, к какому они участку приписаны, да, есть ли какие-либо ошибки, неточности, и пока есть время, поменять их. А как будут голосовать наши граждане за рубежом? Наши граждане за рубежом, они голосуют на избирательных участках. Данные избирательные участки, они образуются совместно с нашим Министерством внутренних дел в сотрудничестве с Центральной избирательной комиссией и соответствующими органами по аккредитации того государства, в котором открывается этот избирательный участок. Ну, здесь за последние несколько месяцев Центральная избирательная комиссия уже открыта порядка 10, по-моему, дополнительных избирательных участков. И, соответственно, за пределами Кыргызской республики наши граждане смогут проголосовать только по единому округу, то есть за списки кандидатов политических партий. Огромное спасибо за содержательную беседу. С нами была эксперт по выборам Ханышай Мамытова.